Дорогие друзья, сегодня я расскажу историю моей тети Серафимы Эренсеновны Нарановой, которую записала участница нашей группы профессор Эда Баир-Гучинова. И с ее разрешения я зачитаю отрывок из ее книги, в которых моя тетя Сима делится воспоминаниями о Сибири. А вот она. Серафима Эренсеновна Наранова. Немцы пришли в Элисту в июле 42 года. Время оккупации помню плохо. Она была всего 4,5 месяца. В Калмыкии больших зверств не было. Может, не успели. Когда нас освободили, мы все пошли работать. 1 сентября 1943 года мы пошли в школу. Я пошла в 9 класс. Мама меня отправила к родственникам в Башанту. Мы жили у наших родственников, а одна из них, Надя, работала в райкоме партии. 26 декабря 1943 года она пришла и сказала: «Собирай вещи, поедешь домой, я тебя на машине посажу». А я ей сказала: «Нам еще каникул не объявили». Она мне говорит: «Каникул не будет, нас выселяют, и тебе надо попасть к родителям». Нас выселяли грузинские солдаты. 28 декабря пришли и зачитали приказ о депортации. Все так растерялись. Мама что ни клала, я выкидывала, говорила: «Нас не выселяют, а как евреев вывезут и расстреляют». А потом один солдат сказал: «Возьмите все продукты и теплые вещи с собой». Он увидел на столе треугольники, письма с фронта, и спросил: «Кто у вас на фронте?» Мама ответила, что ее сын. Тогда солдат сказал: «Берите теплую одежду и побольше еды». Нас было 4. Нас везли из Сальска через Ростов. По дороге ехали в ужасных условиях. Кормили нас в больших городах. 1 раз в сутки. Хлеб давали мешком. Почему-то маму выбирали всегда хлеб разрезать. Она так хорошо ровно резала. Потом кому-нибудь глаза закрывали и спрашивали: «Кому?» «Тому», чтобы видно не было. В туалет ходили в ведро. Все терпели и ждали остановки. И тогда выходили и уже не стесняясь оправлялись. На крещенские морозы 19 января нас привезли на станцию Сон Красноярского края. В этот день было 42 градуса мороза. Нас привезли на 38-ю параллель, границу вечной мерзлоты. Там картошка не росла. Когда нас привезли, у дороги стояли люди. Они тоже были плохо одеты, в валенках, телогрейках. Их, оказывается, согнали в ближайших сел, чтобы они нас накормили. Председатель колхоза смотрел, у кого была более или менее здоровая семья. Их он брал в колхоз. А у нас много детей было, одни едоки. Нас не взяли. Кого-то взяли. Кого взяли, всех в клуб поместили. Мама взяла ведро и пошла за водой. А вода-то проруби в реке. Такой был мороз. Она тут же вернулась и стала шить из шерстяного одеяла варежки и ноговицы. И только потом пошла за водой. Ноговицы, как бурки, в калоши одевали. Как мы помещались, не помню. На одну семью 1 кровать или топчан. Каждому свой уголочек, 2 метра. 2 печки горят круглые сутки. И дрова привозили из леспромхоза. А сами дежурили. Каждая семья по часу, чтобы огонь не потух. В этом же леспромхозе жили и высланные немцы, эстонцы, финны, латыши. Они уже адаптировались и ходили на лыжах. Особого сочувствия они к нам не имели.
Самый тяжелый период был первое время ссылки. Народ с юга, весь раздетый. Не то что валенок, ботинок не было. Самое страшное, когда зимой умирали люди. Их в снег закапывали, ведь вечная мерзлота. А когда снег таял, ужасная картина была. Потом мы уехали в колхоз жить. Осенью 44 года я поступила на подготовительное отделение Красноярского пединститута. У меня 9 классов полных не было, а приняли. Я проучилась 9 месяцев, меня приняли на первый курс. А потом вышел запрет на специальность. Учителя калмыки, кроме математиков, не имеют права работать. Потом я поступила в Красноярское торговое училище. Получила специальность. Позже мы переехали в Новосибирск. Там нашлись наши родственники. Мы уже хорошо одевались. Зимой на работу мы ходили в валенках. Как чуть теплело, надевали ботинки с опушкой. Называли мы их, прощая молодость. Челки шелковые или фельдеперсовые. Многие сейчас вспоминают зверство. А вот я не могу вспомнить зверств комендантов. Может быть, я просто не сталкивалась. В 49 году я попросилась в гости в Алмату, меня отпустили. Понимали, что честные люди пострадали только из-за своей нации. Когда Сталин умер, все плакали, слезы ручьем текли. Мне казалось, на утро жить не остановится. Плакали искренне. В комендатуре стали говорить, что снимают с учета и режима спецпереселенцев. Как только разрешили, я сразу же поехала в Элисту. Ну, конечно, вот такая вот история моей тети Симы. Конечно, она рассказала не все, что пережили. Она еще жива. Вот мы тут с ней. Ей 94 года. Она гуляет по 3 километра в день. Читает Маркеса. Вот такая вот у меня замечательная тетя Сима.